начала. Вот видишь второй куплет, да? Чего? На обороте. Третий куплет, видишь? Хорошо. Вдумайтесь, храм-памятник. Мы видим свеча, устремленная к Богу, и пламя этой свечи в виде главки купола. Фактически наш народ обрел перед Богом место, где бьется не только его духовное сердце, но и совершается та невидимая связь нашего мира земного и мира горнего, нас, белорусов, живущих здесь, и белорусов, которые, я верю, многие из них, достигшие святости, предстоят перед престолом Божиим и молятся о нашей земле. Не надо строевого. О, более-менее получается уже. Четче шаг, второй звук, молодцы. Оборотки, не ускоряйся.
От Кубани до Беларуси. С таким размахом прошла международная патриотическая акция «Морские крылья Родины». Она позволила пролить свет на судьбы 3 летчиков-белорусов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Последние мгновения жизни смертельно раненый советский летчик Николай Пшенко продал задорого. Направил подбитый истребитель на фашистскую зенитную батарею. Старший сержант родился на белорусской земле. Погиб, защищая солнечное небо Кубани. Останки пилота и обломки его боевой машины почти 72 года пролежали на вершине горы Гойтх. Недавно их нашли участники поискового отряда «Подвиг» из города Геленджик. Весь фюзеляж, все фрагменты самолетов были простреляны вражескими пулеметами. В последнем бою, а противостояние было 1 к 6. Отстрелял весь боекомплект, боеприпасов почти не было в самолете. Так погиб Николай. Эта смерть была геройская, и вечная ему слава. В 2014 году к нам в район прибыла делегация с Краснодарского края, которая доставила на родину останки нашего земляка Пшенко Николая Михайловича, который 70 лет был без вести пропавшим. Первый раз в истории района получилось так, что за 2000 километров был найден наш земляк, который с честью выполнял воинский долг по защите нашей Родины. И благодаря поисковой работе эти останки были найдены и доставлены к нам на Лепельщину. И делегацию Краснодарского края мы встречали на этой центральной площади, на которой мы сейчас с вами приехали. Соответственно, мы очень серьезно готовились. Площадь была украшена флагами 2 государств. Было много цветов. И самое главное, что на площади собралось очень много лепельчан, неравнодушных лепельчан. И видно было по присутствующим на площади женщинам, что у многих от увиденного и от прочувствованного то, что происходило на площади, у многих наворачивались на глаза слезы. После Лепеля кортеж автомобилей во главе с БТРом с останками летчика направился в деревню Слобода, откуда он родом и где покоятся его родители. Мне позвонили по телефону соседка и спросила у меня: Степан Степанович, а кто является Николай Пшенко? Я говорю: двоюродный брат. Так вот он, брат, нашелся, поисковая группа его нашла. Где-то на берегу Черного моря. Дали мне номер телефона учителя Тухто Валерия Владимировича. Я ему позвонил, и он мне сказал: нашелся ваш брат, надо встретиться. Один из стендов в нашем музее краеведческом школьном присвящен нашему земляку Николаю Пшенко. Это один из удельников Великой Отечественной войны, который до апошнього часу лічився без весток пропавшим. Але дякуючи намаганням пошуковців Росії, нашей школы, несколько годов назад мы здолели обновить имя этого человека и вернуть его з небыття. И дякуючи сумесним намаганням, рештки ягоныя были перезахованы у нас на могилках з усіми воїнськими ушануваннями.
Калі ўжо пра подвиг Мікалая Пшонкі стала даволі шырока вядома і адкрывались новыя факты ягоныя здзейсненага ім подвига, мы знайшлі, зноў жа пачалі апытваць месцаў жыхароў і знайшлі унікальны здымак у сямейных архівах. Адзін з такіх здымкаў – гэта здымак канца 20-х гадоў, дзе адлюстравана ўся сям'я Пшонка вялікая. Глава сям'і Гаўрыла Пшонка, сам Мікалай, яго малодшы брат Павел, які таксама прапаў без вестак у Другой светлай вайны, і бацькі Міхаіл і вось іхная маці, которая чакала пасля вайны вельмі працяглы перыяд сваіх сыноў, так і не дачакалася. Гэты здымак даволі арыгінальны, таму што это жыхары хутара Дзяржаны, дзе і нарадзіўся Мікалай Пшонка, і дзе адлюстравана вся вялікая сям'я. Таму што ў канцы 30-х гадоў хутары ўжо зносілі і перасялялі ў іншыя вёскі. Сям'ю Пшонку перасялілі ў вёску Свята. Увогуле, прозвішча Пшонка даволі распаўсюджана ў нашай мясцовасці, і жыхары да сих пор многіх навакольных вёсак з'яўляюцца носьбітамі гэтага прозвішча. Мать очень переживала. В деревне всякое говорили, что он и в плен попадал. Ну, короче, знаете, как это в деревне. Сказки все, знаете это. И никакому он плену, мне кажется, он не был. Не по разуму человек любит, и память о человеке не из ряда умственных заключений. Она живет в душе. А если разобраться, то еще глубже, в вере в бессмертие души. Вдумайтесь, если после смерти человек рассыпается в прах, то и связь с ним невозможна. Никто не пойдет к колодцу, в котором нет воды, и никто бы не приходил к могиле, если бы этой могилой все заканчивалось. Но нас тянет к могилам родных и близких. Мы верим, что они слышат нас. Мы верим в их помощь. Нам важно, чтобы они были рядом. И вот, символически возвращая героев на родину, мы продолжаем народную память, чтим традицию предков и собираем белорусов в единый народ. Посмотрите, пожалуйста, вот это извещение о без вести пропавшем Николае, старшем сыне. Это старший сержант Николай Пшонка являлся пилотом штурмового самолета И-153 и в боях над Черным морем, в боях за Кавказ 19 ноября 1942 года. Его самолет, выполняя штурмовые операции, был сбит противником и упал в предножье горы Каменистая на Кавказском хребте. Мать, конечно, не знала, где погиб сын. Дата указана в извещении, но где не было известно. Ну и также трагическая судьба была и у младшего сына Павла. Он пропал без вести подо Львовом в начале войны. Это печаль, которая держала мать на земле, давала ей силы верить, а может придут, а может придут. Маргарита вас угощала соком. Вот сок это из этой яблони. Эта яблоня была посажена Марией Семеновной. Это лет 70 назад, давно уже. Вот. Она, по-видимому, посадила ее в честь своих сыновей, которые пропали без вести на войне. Вот. Думала, придут они и скушают необычно вкусное яблочко.
у нее стояла большая скрыня в Трестене. И эта скрыня, ну, там была наполнена личными вещами Марии Семеновны, но с краюшки, можно сказать, так на полочке лежала такая дамская сумка, очень старинная. И, казалось бы, что женщина может хранить в этой дамской сумочке? А у нее там лежали завернутые в газету вот эти, ну, похороночки и часы. Часы, штурманские часы старшего сына Николая, который он привез и подарил своему брату Павлу. Ну и Павел с собой не забрал их на фронт, и мать их хранила. И умирая, она еще говорила о том, а может, где найдутся. Я приехал сюда по распределению молодым специалистом на должность лесничего. Вот, когда я пришел, ну, меня помощник лесничества привел, надо было найти квартиру, где жить. Он привел, говорит, никто на квартиру не берет, вот Мария Семеновна, может, возьмет. Когда я пришел, она сказала, наверное, я не возьму, потому что я жду своих сыновей постоянно, выхожу каждый день на дорогу. А как тебя зовут? Я сказал, Николай. А, тогда беру. И вот мы с нею очень хорошо сжились. Я для нее был как сын. Мария Семеновна умерла далеком, после 1945 года, 1991 году. Прожила 103 года. Наверное, вот это желание дождаться сыновей держало ее на этом свете. Веровала в то, что вернутся. А ты... Квадрат, квадрат! Чем больше занимаешься поисками, реставрацией, тем больше где-то проникает в тебя. Вроде не нашли, может, там танк, но нашли какие-то моменты боев, снаряды. Когда берешь в руки, ты понимаешь, что это стреляло, летало, это сотни тонн снарядов, железа. Представляешь, как этот солдатики шли в бой, бежали, а их засыпало вот этими осколками, снарядами, сотни тысяч тонн, бомб, всего летело. Как они, кто дошел до конца войны, это, конечно, невообразимое чудо. И пропуская где-то через себя, конечно, это страшно. С товарищем разговаривали, сидели, говорит, дед пришел с войны, он говорит, всегда только повторял, говорит, главное, чтобы не было войны, и плакал потом. Кошмары снятся. Выходишь на позиции, смотришь позиции, все засыпаны, все в осколках, во всем. Вот представить это, конечно, отражается и на снах, и на внутреннем ощущении. И переживания в этих местах, даже лагерь не хочется разбивать, потому что страшно на самом деле. Сколько людей полегло, сколько... Что вся белорусская земля усеяна, в принципе, металлом и костями. Это... Оно накладывает отпечатки. Ночью иногда спишь и просыпаешься от шорохов, от всего. Приехали на место. Ребята раскладывают оборудование. Если что-то существовало в этой яме, то что-то может быть вокруг. Значит, имеет смысл
внимательно осмотреть окрестности. Вот, какой-то вот у нас сигнал есть. Да, присутствует металл. Почитая павших воинов, мы воспитываем миролюбие. Вот мы сейчас здесь находимся, в крипте. Задумайтесь о цифрах погибших в войне 1812 года, в Первой и Второй мировых войнах. Прибавьте Афганистан, Чернобыль, теракты, и захочется мира. Возникает непреодолимое желание, чтобы все они, которых сейчас покрывает земля, были живы, были с нами. Так возникает молитва и благодарение за мирное небо и спокойную жизнь. В момент соприкосновения с историей человек начинает ощущать себя по-новому. Он ощущает себя в огромном национальном пространстве. Оказывается, нас, белорусов, не просто 9,5 миллионов, нас гораздо больше, ведь перед Богом все живы. Наш земляк Николай Пшонка загінуў далёка ад дома, але былі выпадкі паветраных баёў таксама на тэрыторыі Лепельшчыны. Калі вызвалялі наш раён і праводзячы пашуковую работу, нам стала вядома, што каля вёскі Верабкі ляжаць рэшткі савецкага самалёта. Мы не ведалі ні імёнаў лётчыкаў, ні марку самалёта. Таму нам было цікава даведацца пра той паветраны бой, который адбыўся апошні ў час вызвалення Лепельшчыны, як мага больш. Дзякуючы электроннай базе АБД «Мемарыял» пачалі шукаць інфармацыю пра гэтых лётчыкаў. Спачатку трэба было ўстанавіць іхныя імёны. Пілот украінец па прозвішчу Байко, стралком яго быў казак Канафін. Далей мы сталі сачыць за лёсам гэтых двух лётчыкаў. Аказалася, што камандзір самалёта загінуў у канцы вайны, а вось лёс казаха Канафіна, ён быў больш удачлівы, ён вярнуўся дадому ў Казахстан, дзе і дажыў да глыбокай старасці. Прайшло шмат часу з той пары, але кожны год на палях нешта знаходзіць падчас сельскагаспадарчых работ у тых месцах, дзе праходзілі баі ў 41-44 годзе. Толькі на тэрыторыі нашага раёна вядомы месцы падзення паветраных баёў 3 самалётаў. Але гэта не ўсё. Архіўныя звесткі сведчаць пра то, што больш паветраных баёў адбывалася як у 41 годзе на тэрыторыі Лепельшчыны, так і 44. Але гэтыя месцы ёсць, мы пра іх ведаем, ну і працягваем таксама далей выяўляць. Хотелось бы почаще так ездить, участвовать в всяких раскопках, и найти что-нибудь, что-то существенное, большое, чтобы было что детям рассказать своим, чтобы не зря прожить жизнь и внести свой вклад в историю. Ну и так просто для себя интересно. Лопатой вот тут вот аккуратно сними, расчисти себе как бы площадку. Вот на этот же штык просто аккуратно сними горизонтально, да. Аккуратно горизонтально снимай. Батальон существует на данный момент уже более 21 года. За это время мы обозначили границ захоронений более 300 тысяч военнослужащих, погибших во время вооруженных конфликтов на территории нашей страны.
И около 65 тысяч останков было эксгумировано и перезахоронено в других местах. Нация, которая не помнит свою историю, уже не существует как нация. Каждый нормальный человек, он помнит о своих близких, он уважает память о них. И если у него, грубо говоря, из поколения в поколение, вот эти 70 лет, у него было пропал без вести или информация не найдена, то он будет, безусловно, доволен, когда к нему придут и скажут, что вы знаете, так и так, вот ваш там дед, прадед, дядя, его останки были обнаружены, его личность была установлена, он погиб там-то, его останки будут захоронены в таком-то населенном пункте с воинскими почестями. На нашей территории погибли же не только белорусы, были и русские, и украинцы, и казахи, и татары, и армены, и грузины. И все это наша общая память. Мы не теряем надежду, что все-таки мы найдем что-то, что поможет нам установить личность хотя бы одного, пусть даже одного погибшего бойца. Для нас война не закончится, пока не будет погребен последний павший солдат. А, к сожалению, с тем количеством павших в той кровопролитной войне нам еще работать и работать. Когда работаю над образом, над каждым образом, то мне в первую очередь всегда главное было понять человека, почувствовать его, так сказать, погрузиться отчасти в то время и в то место, быть может, где он находился и где жил. И самое главное, что он при этом переживал. Вот. Ибо без этого образ, он будет пустым. Когда это все происходит, час за часом, минута за минутой начинаешь прорабатывать, обдумывать, смотреть на картинки, и как-то в голове переваривать всю информацию, то порой тебе даже начинает бросать в дрожь. И смотришь на этот образ, смотришь на его лицо, вот, и ты понимаешь, через что пришлось пройти ему. Взгляд у человека другой совершенно. Другое время, другой взгляд, и это поражает. Дорогие выпускники, сегодня у вас праздник. День, когда ваши мысли обращены в будущее. Но не забывайте, что не бывает будущего без прошлого. Давайте задумаемся и представим на минутку такой же теплый июльский день 75 лет назад. Они, выпускники, были такие же молодые, красивые, как вы сегодня, и также полны планов и надежд, которым, увы, не суждено было сбыться. Далеко не все дожили до Великой Победы. Я думаю, что если сегодня они бы могли видеть вас, они бы радовались, потому что все было не зря. И потому что сегодня есть вы. Его вон туда, к окну. Так, Занько, возьмите кто-нибудь. Занько будет сразу после Томашевича. Следующее, да.
подбирал фотографии, читал в интернете, где-то в книгах, ходил в музей, собирал всю информацию. Потом уже все, что у меня было на руках, я систематизировал, составил список ветеранов и начал работать. Это совершенно не было заказом, и мне многие говорили, зачем тебе это делать бесплатно. Я понимаю, сейчас может быть время такое, может быть всегда были такие люди, но если заниматься таким проектом, оно должно идти на пользу людей. Зачем за это брать деньги у людей? Главное, чтобы людям это понравилось. Он мой ровесник, мне на данный момент 26, а он, когда умер, ему было всего 25. Я, когда работал над образом, сравнивал себя и его. И понимаю, что человек шел на войну. Я сижу, рисую, наслаждаюсь жизнью, но мы были ровесниками. И, на мой взгляд, даже нет, я не могу до конца этого понять. Мне непонятно это. Я этого не пережил, я никогда этого не пойму. Мы такую статистику не вели, але больше за сотни наших уроженцев вёсок Слободского сельсовета пропали без весток на фронтах Великой Отечественной войны, у партизанских формированиях, так и не вернувшись домой. Тому для нас приклад Миколая Пшонки, калі і праз 70 гадоў стала магчымым не толькі аднавіць яго імя, месца пахавання, але яшчэ і перазахаваць яго на месцы радзіме, як і марыла ўсё жыццё яго маці, для нас з'яўляецца вельмі унікальнай падзеяй, як у пошуковай справе для таго, каб мы больш плённа працягвалі рухацца ў тым накірунку, который ў свой час абралі, а таксама і для вучняў, што яны бачаць вынікі сваёй работы. И недавно мы проводили очень интересный конкурс сочинений в районе. Он назывался «Счастье жить в мирной стране». И 3 победителя этого конкурса, районного конкурса сочинений, дети, один из них семиклассник, он так гармонично вписал в свое произведение. Я называю это произведение, потому что это действительно литературное произведение, которое в душе оставляет след. Он увязал чернобыльские события, украинские события, афганские события и Великую Отечественную войну. Украинские события, потому что у них в классе учились украинцы, которые приехали в качестве беженцев с Украины. Чернобыльские события, потому что родственники, к сожалению, у него жили в Чернобыльской зоне. Афганские события, потому что у нас в Боровке много воинов-афганцев, и есть мероприятия патриотические проводятся, и он знает об этих событиях в Афганске. Ну а Великая Отечественная война, сам Бог велел, это у нас у всех на слуху, и у детей тем более. И он действительно доказал в своем сочинении, рассказал и показал, убедил, что это счастье жить в мирной стране. Все, что треба для наших брат, Перед лицом истории, перед павшими воинами и их прахом расширяется восприятие национальности до понятия отчего дома, отчизны. Вот останки солдата Первой мировой войны. Он выходец из Урала, но погиб, защищая нашу землю, на нашей земле. Теперь он наш человек. Вот земля европейских солдатских захоронений. Там вообще рядом с белорусами лежат все представители народов и народностей бывшей советской страны. А вот пепел и косточки из тростенца. Кто сейчас разберет, чьи там косточки, чей прах? Православных, иудеев, католиков, мусульман. Вот почему прах, останки примиряют, отрезвляют и учат жить в мире.
превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи. Я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле.